Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точки опоры». На исходе 2014 год. Безусловно, этот год запомнится и в Чеченской Республике, и за ее пределами, как год позитивных изменений. На самом деле, этот год наполнен серьезным, реальным таким содержанием и в экономике, и в культуре, и в спорте, в медицине, и в политике. Хотя на исходе этого года, в начале последнего месяца года, люди, точнее не люди, попытались испортить этот общий такой позитивный фон. Конечно, из этого ничего не вышло, хотя мы поплатились судьбами наших людей. Погибли ни в чем не повинные мирные люди. Речь идет за трагедию, которая разыгралась в Доме печати и вокруг него. Этому событию в республике дали соответствующую правовую оценку. Этим делом разобрались компетентные органы и продолжают доводить дело до суда. Но есть люди, которые на трагедии нашего народа, на событиях этих дней пытаются сколотить себе политический капитал. Как правило, в политике за такие темы берутся в такой кризисной ситуации, когда тебе и более не из чего состряпать или сколотить себе тот или иной капитал. Сейчас в роли такого модератора этих ложных и грязных политических технологий выступает некий Каляпин, запамятовал имя, руководитель комитета против пыток. Ну, он же, как мы выяснили, является членом президентского совета. О его карьере, о его работе, делах мы поговорим с участниками нашей сегодняшней встречи, с людьми, которые в какой-то мере являются и коллегами вышеупомянутого господина Каляпина. Я с удовольствием представлю вам участников сегодняшней нашей встречи. Мами Муцаев, председатель регионального союза неправительственных организаций Чеченской Республики. Ибрагим Дзубайраев, начальник информационно-аналитического управления аппарата уполномоченного по правам человека Чеченской Республики. Всем нам хорошо известная Тамара Кагирова, руководитель чеченской организации поиска без вести пропавших, и Хеда Саратова, руководитель информационно-аналитического агентства «Объектив». Дамы и господа, я приветствую вас в нашей студии. Ну, мы с вами, собственно, все эти дни после 3 декабря много говорили о событиях этого дня, дали этим событиям и правовую оценку, как я выше обозначил, и ваше ведомство в том числе, и уполномоченный по правам человека Чеченской Республики господин Нухаджиев выступил с специальным таким развернутым заявлением. Ну, очевидно, господина Каляпина и же с ним тема наших дискуссий интересна более, чем нам с вами. Мами, чем вызваны такие дискуссии и почему, на ваш взгляд, сегодня Каляпины и же с ним пытаются инициировать какие-то совершенно необоснованные дискуссии вокруг ситуации в Чеченской Республике, которую держит под контролем руководство республики, и ситуация, которая логически завершена.
дав ей соответствующую оценку. Почему-то вот именно то, что у нас хорошо делается, нигде не транслируется. А то, что вот эта трагедия, которая у нас случилась, вот эту боль нашу, они не чувствуют, они радуются, по-моему, этой боли и как-то хотят отразить это, чтобы нам еще было больнее. Вы помните, чтобы эту боль господин Каляпин и его коллеги осудили бы в эти дни? Вы помните? Кто-нибудь помнит из этого? Не, но простой пример, если взять вчера, 11 декабря, мы помним этот день, 20 лет трагедии чеченского народа. Почему-то этот Каляпин даже не заикнулся об этом дне. Вы понимаете? А то, что у нас погибли люди, начиная вот с украинских вот этих, как, я не знаю, можно назвать их депутатами, народными избранниками этих людей, они начали почему-то защищать и радоваться, что у нас это случилось. Это вообще как-то в человеческом образе. И наш господин Каляпин как раз унисон украинской раде и запел. Совершенно правильно. Вот он начал, наверное, его давно не вспоминали, когда, чтобы его показать, попиарить, видно, он решил как-то вот проявить себя. Но я думаю, что не с той стороны он начал проявление. И когда весь мир осуждает терроризм, и чтобы это было оправдано кем-то, это недопустимо и не должно быть допустимо. По сути, Ибрия, если мы сейчас так трезво, еще внимательно, еще раз посмотрим выступление этого господина Каляпина, да, получается, что логический вывод такой, что он как будто бы выступает в поддержку террористических актов, да? Выше-то речь шла о том, чтобы наказать террористов, о том, чтобы призвать к ответственности тех, кто, видя совершающийся террористический акт, не поспособствовал этому делу. Действительно. Сальмов, на самом деле так и получается. Я хотел бы начать вот более с вот такой всеобъемлющей вот такой вещи. Вот вопрос, который вы задали первый. Вот что они из себя представляют? Мы должны сегодня честно признавать, без всяких обиняков, сегодня России объявлен фактически крестовый поход с Западом. Вот Каляпин и компания – это один из составляющих вот этого крестового похода против России. А почему именно вот эта компания берет под свое внимание именно Чеченская Республика? Сегодня, когда Россия говорит о том, что Россия будет следовать традиционным ценностям, традиционным культурам, Чечня как один из основных субъектов, который вот именно к этому апеллирует, вот именно к атаке подвергается именно Чеченской Республике, один из таких составляющих вот этой Российской Федерации. Вот если мы будем исходить из этого, мы поймем все эти вещи. Во-первых, вы назвали Каляпин нашим коллегам, я надеюсь, вы в кавычках сказали бы. Они нам коллегами не являются. Для них, я вам четко заявляю, для них занятие правозащиты, для них это бизнес. Это очевидно. Каждому человеку, каждому здравомыслящему человеку это очевидно. Их никогда не интересовала боль, страдания чеченского народа. Вы, как вы сказали, вы нигде не заметите, что вот действительно погибли полицейские, остались сироты. Они не выразили свои сочувствия. Поэтому мы исходим из чего? Вот вы упомянули, что вчера уполномоченный по правам человека Чеченской Республики сделал действительно развернутое специальное заявление, в котором расставлены, я думаю, все акценты и его позиции по этому поводу. Мы с этими господами Каляпиным соприкасаем, имеем дело не первый день и не первый раз. Мы с ними эту борьбу ведем уже давно и многие годы, но, к сожалению, их поддержка и финансовая из Запада, их и постоянно вот эта подпитка и дает им возможность вот таких вот острых вот таких моментах каждый раз находить способ чем-то ужалить Чеченскую Республику. Значит, Ибрия, вы давно слышали фамилию этого правозащитника? Как фамилию Каляпин я, наверное, как некий фактор такой, да. Лет 10 назад помню, лет 10 назад, но да? не как правозащитника. Значит, смотрите,
вы видели его или его коллег на месте вот этой нашей последней трагедии около Дома печати? Кто-нибудь из вас видел? Каляпин Я хотел бы, такого рода чтобы... правозащитников, которые вот с прекрасного далека, с московских вот этих фешенебельных офисов, видят наши проблемы лучше. Они никогда не бывают в таких местах, где все это происходит. Вот. Потому что если они появятся в таких местах, к ним будут очень нелицеприятные вопросы. Поэтому они не появляются. Вот один из вопросов им задала бы наша уважаемая Тамара Кагирова, да, которая уже столько лет возглавляет организацию по поиску без вести пропавших людей еще в 2 чеченских компаниях. Да. Тамара, я с вашей службой сталкивался не раз. Вам известны имена тех или иных преступников, в том числе и военных, да, среди них и военные. Вам известны бортовые номера некоторых боевых машин, пехоты там, и так далее, бронетранспортеров. Скажите, вот эти правозащитники, о которых сегодня идет речь, эти правозащитники, которые сегодня на такой очередной трагедии чеченского народа Чеченской Республики, пытаются заработать какие-то политические дивиденды, они когда-нибудь протянули вашему комитету, вашей организации руку помощи? Никогда. Они спросили: Тамарочка, давайте вот мы вам поможем найти этих людей. Мы обыщем все тюрьмы, все лагеря. Никогда этого не было. И я хочу сказать, что господин Каляпин и подобные ему так называемые правозащитники, они не добьются никогда, чтобы здесь были, убивали, похищали людей. Они никогда, хотя они знают, и мы знаем, говорим, пишем везде, что кто участвовал в спецоперациях, кто забирал этих людей, куда они были доставлены, бортовые номера, все было, все высказано, обращались к ним, встречались даже женщины с ними, и никогда никакой помощи не было от них. Они бы лучше работали над теми проблемами, которыми они должны заниматься, они лезли бы. Никакого соболезнования, то, что здесь произошло, вот эта трагедия, из их уст мы не слышали. Ну, почему они, Ибрahim, вот пытаются быть патриотичнее главы нашей республики на территории Чеченской Республики, в бедах, в проблемах наших? Патриотичные главы нашей республики, они по определению быть не могут. Да. Вот то, что вы сказали, я хотел бы добавить некоторые вот эти моменты, то, что сказал Тамара. Буквально вот этим нашим известным правозащитникам московским, Хельсинская группа, мемориал и так далее, мы сколько раз обращались за поддержкой, когда мы проявляли в той или иной сфере какие-то инициативы, где мы пытались обращаться к федеральным органам власти. И вы думаете, что они поддержку получали? Сколько раз? Или глухое молчание, или отказ. Это часто бывало в нашей практике. Мы сколько раз в нашем 10-летнем, 12-летнем практике. Спасибо, Ибрahim. Вот Хеда Саратова мы узнали лично знакомого с господином Каляпиным. Вы знаете, я о нем составил такое свое мнение, такой психологический портрет такого правозащитника, когда он вчера на пресс-конференции, когда в него так заслуженно, подчеркиваю, метнули тухлыми яйцами, когда он сказал: вот давайте арестовать этого человека. А что, это есть повод для задержания по ныне действующему законодательству? Хеда, скажите, а вы его лично знаете, по каким его таким характеристикам он вам известен? Саймон, я вообще на путь, скажем так, становления нашей республики, до того, как мы вернулись в республику, жили и работали на территории Ингушетии. Я работал в мемориале. Правозащитный центр «Мемориал» — это ингушское отделение. Это было в 1999 году. С тех пор мы близко знакомы и с Каляпиным, то есть они туда приезжали, уезжали, тогда был комитет. Хайда, чем он вам запомнился? Ну, он запомнился как один из тех людей, которые приезжали на войну и зарабатывали на этом гранты. Ага. То есть для него это, как выше было сказано, тогда, это бизнес, да? Тогда, Саидмон, это не наша боль, не общероссийская боль, да?
это бизнес. Значит, скажите, вот в этой структуре, в этом правозащитном пространстве он известен как такой большой специалист, такой гуру незаменимый, или птичка такого среднего полета? Саймон, мы, когда работали вместе, мы, естественно, наивные, скажем так, чеченцы, которые видели весь ужас войны, и что здесь творили федеральные войска, и то, что мы каждый раз сюда приезжали и уезжали обратно с материалами. Тогда мы думали, что он герой, потому что он был рядом с нами. Мы наивно думали, что этот человек действительно болеет душой. За то, что он стал с вами рядом. Да. Мы действительно думали, что этот человек, болеет душой за все, что здесь происходит, он стал рядом. Естественно, не только он. Все люди, которые вчера были на этой пресс-конференции... А вам известны какие-то дела, которые он выиграл, такие громкие дела? Ведь он возглавляет комитет против пыток. Название очень громкое, но я не знаю ни одного выигранного дела. Есть, конечно, он занимается, он шумит, он обращается, у него есть больше возможностей, так как он сидит в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека. У него есть возможности получать какие-то гранты, естественно, он на них больше может развернуться. У нас такие возможности не было, и мы не обращаемся в Запад за средствами. Ну, друзья, если мы попытаемся с вами подвести такой промежуточный итог, такой промежуточный вывод, звучит примерно так, да, что господин Каляпин, его друзья, которые мало пекутся о благосостоянии, о мире и стабильности внутри России, как в отдельном ее субъектов, вынашивая исключительно меркантильные интересы, движимые бизнес-проектами, как выше было сказано, являются или позиционируют себя как сподвижники не совсем дружески настроенных западных служб. Мы так сегодня можем говорить, артикулировать его суть, да? Однозначно. Саймон, просто я, несмотря на то, что я знаю Каляпина давно, если бы в тот момент, когда случилась эта трагедия, он прибыл бы сюда, к нам, к чеченским правозащитникам, он позвонил вам? Коллегам, ни звонка, ни приезда, ни сочувствия, ни боли, ни сострадания. То есть мы ничего этого не увидели. Конечно, я сама ему позвонила после его выступления. Вот. И какие были его первые слова, когда вы позвонили? Абсолютно не было сказано ни слова о трагедии. Он как бы говорил о том, что вот он правильно поступил. Он, очевидно, в это время составлял такой бизнес-план. Что он обратился в Следственный комитет. Вот по высказыванию Рамзана Кадырова. Так, я вам хочу сообщить другую информацию, Ибраим, может быть, она вам знакома, да. Но есть такое мнение, сообщение, что накануне вот этих наших трагедий около Дома печати 3 декабря некий человек с фамилией Каляпин передавал денежные средства одному из руководителей банд формирования в лесистых местах республики. Если такое подтвердится, я думаю, что следственные органы этим займутся. Наверное, уже занимаются мы. Думаю. Вот на Украине сейчас идет большая трагедия, да? Сколько уже идет, сколько крови пролилось. Вы кто-нибудь из вас слышал, чтобы Каляпин и его друзья осудили бы классический террор, творящийся на Украине? Давайте для себя сделаем вот такой аксиомы для себя будем считать. Каляпины и подобные в принципе не являются правозащитниками. Они выполняют заказы определенных, скажем, сил Запада. Давайте это... Хорошо, тогда почему вы... Вот простой пример. Почему вы, правозащитники, правозащитники Чеченской Республики, почему вы терпите такие выпады в адрес нашей республики? Давайте вот просто... Уже не терпим. Будем отталкиваться от таких вещей. Организация Каляпина, давайте вспомним, как называется. Комитет против пыток. Так. Вот вы не вспомните ни одного случая, чтобы этот комитет пыток, он стал известен только по деятельности Чечни. Вот сегодня в Челябинской области мы, средства массовой информации передают, что целая колония из-за пыток там чуть ли не устроили бунт.
Почему господ Каляпиных нет в этой колонии? Нет и не будет, потому что они как выполняли заказ, так и выполняют и сегодня. Еще раз я повторяюсь, наверное, именно в Чечне. Они должны работать именно в Чечне, потому что именно Чечня является одной из таких узловых точек для России. Поэтому мы не должны ожидать. Вот вы вначале сказали, что некая фамилия вот промелькала. А в принципе мы, если даже это будет так, наверное, что нельзя исключить. мы не будем удивляться такому, если такое и будет. Тут удивляться неким. Да, действительно, вы их на Украине не увидите, вы не увидите их на Дальнем Востоке. Кстати, в России каждый день случаются тысячи вопиющих нарушений прав человека остальных 84 субъектов. И вы где-нибудь не прочитаете, что Мемориал или Хельсинская группа выехала куда-нибудь в Якутию или в Сибирь. Но нет такого случая. Мы должны сегодня понимать одну вещь. Это сила, которая специально нацелена на Чеченскую Республику и которая отрабатывает свои гранты, которые именно даются им для того, чтобы они выполняли ту вот эту роль, которую им определенно отвели. Значит, находясь за 2000 километров от Грозного, причем не имея на руках свидетельской базы, как можно делать такие провокационные заявления в адрес и руководства республики, и самой республики, и народа Чеченской Республики? Если уж, коль скоро такие заявления делают Каляпин и иже с ним, Мами, почему наши правозащитники на это не реагируют? Почему мы такое допускаем? Почему? Наши правозащитники реагируют на это. Мы вот буквально за эту неделю собирались, по-моему, раза 4-5. Именно обсуждали эти проблемы. У нас, например, многие работают в Фейсбуке, туда скидывают свои материалы, свои высказывания, да, свои мнения. Все это у нас работает. Только вы же знаете, что против нас идет информационная война. Все, что здесь у нас в республике происходит, блокируется. А то, что они делают, вот это все это проявляется. Ведь сегодня, почему вот эти нападки на Чеченскую Республику? Вы знаете, что действительно сегодня мир в Российской Федерации зависит от обстановки ситуации в Чеченской Республике. И они хотят опять ту свою, сказать, черные вот эти дела свои, то, что у нас недавно еще не забыто нами, повторить здесь и опять начать именно развал Российской Федерации. Вот вся проблема. А вот эти Каляпины, я бы даже, честно сказать, до них и внимания не обращал бы. Они не стоят этого. Они не те люди такого ранга, чтобы где-то... Вот вы сами сказали, почему вот они не видят в Российской Федерации то, что творится. Почему они не приехали сюда, когда была трагедия 4-го, вот когда это, на 5 октября, вы помните, что же трагедия была? Почему-то они не высказались, не приехали сюда. Вот что корень вот отсюда идет. Те люди, которые их проплачивают, они сидят не в Кремле, они сидят, мы знаем, как в Украине все события идут, как это идет. Как вы сказали, даже на Украине они молчат. В Одессе, когда сожгли людей, около 50 человек, где они были? Они не молчат. Они не молчат, они как раз-таки способствуют этому. Способствуют. В том числе и своим таким молчанием. Да? Значит, вы, конечно, все на это обратили внимание. Я вчера обратил внимание на этот сюжет, когда этого несчастного Каляпина забросали этими тухлыми яйцами. Вы обратили внимание, вот здесь вырисовывалась суть человека. Ну, испачкали, ну и что, испачкали твой такой потрепанный костюм, да? И он сразу ни о крови, ни о терроре, ни о трагедии. Вот, ребят, тут испачкали мой костюм, задержите этого человека. Да, правозащитник. Задержите. Правозащитник показывает себя как правозащитник уже позиционирует себя в роли какого-то агрессора, да, который может без суда и следствия решить вопрос. Показывает, что он чиновник. Еще... Вот с таким подходом к жизни, к своей основной, казалось бы, работе правозащитника, да, сам же и права пытается нарушить человека. Да? Когда мы с вами общаемся, наши режиссеры сообщили о том, что на телеканале «Дождь» выступает наш ныне непопулярный правозащитник господин Каляпин и сказал: «Мне
Дескать, он жалеет, ему жалко чеченских правозащитников. Дамы и господа, ну откуда такие сантименты у коллеги? Нас, я думаю, не стоит жалеть. Но если ему У так нас жалко, есть- у нас просьба к нему, очень большая просьба, Вы чтобы себя они пожалейте. и чеченских правозащитников, и Чеченскую республику оставили в покое и Да. подальше держались от Чеченской республики. Я знаю- добавлю несколько слов, мне извините. Вот, пожалуйста. мы-то об этих людях не говорим так спроста, вот так наобум. Мы этих людей и с ними общались, и не только с господином Каляпиным и другими известными правозащитниками. Ну, вам кавычках еще России. предстоит, очевидно, общаться. Нам еще предстоит общаться, хотя они избегают вот таких общений. Ну, мы имеем свое представление об этих людях. Мы поэтому можем говорить, да никакие они не правозащитники. Это настоящий бизнес на Чеченском горе. Это мы должны себе помнить всегда. Для этих людей, вот случилась у нас беда, горе. Эти люди в душе обрадовались, потому что появился шанс получить грант, и очень немалый грант. Заработать на краю. Появилась работа. Грант в каких размерах? Если не мало? Размеры есть айсберг, а есть скрытая вот эта часть айсберга. То, что они его уже получают, это большие суммы. В прошлом году вот на страницах их официально это около 44 миллиона рублей. Рублей. Вот мы должны понимать, вот эти силы, вот эти передовой отряд, который нацелен на подготовку вот этой цветной революции в России. Мы должны и это понимать под этим делом, потому что вот эти ценности, которые они пытаются вот привить России. Ибрям, вот, тогда мы не должны сейчас искать стыдливо какие-то синонимы словам, Нет. а говорить как раз Давайте говорить то, что есть. вот суть этих горе правозащитников, да? Что у них на переднем плане? у них на переднем плане вот... Обогащение. Нет, и вот давайте поймите, счет в этом чего мире года? ничего просто бесплатно не бывает. Когда любая организация получает от определенных сил на Западе какой-то грант, там вот этих таких организаций, которые бесплатной помощи раздают, нет таких организаций. Эти гранты даются через определенные службы, с разработанными, со своими методологиями и так далее. Перед ними ставятся определенные цели. Вот это мое убежденное мнение о том, что вот эти отряды, вот в кавычках правозащитники, это тот передовой отряд, который и должен заниматься подготовкой той цветной революции, которой наши недруги в каких-то далеких там центрах Абсолютно замышляют. с вами солидарен. Есть другие мнения? Не другие, я коллегу тоже поддерживаю. И хочу сказать еще один момент. Вот, вы знаете, что в Москве часто происходят преступления, связанные с кавказскими выходцами из Кавказа. Знаю это Да. и не понаслышке. И было несколько дел, по которым мы проводили в Москве пресс-конференции. Я позвала именно Игоря Каляпина и с мемориала людей. Ни один из московских правозащитников почему-то не отозвался. То есть это то, что в Москве происходит, это дело самих чеченцев, а то, что здесь происходит, то, что нас убивают, то, что нас взрывают, тут проводят вот эти вот акции. Сами же. То есть это почему-то касается больше Каляпина и ему подобных. Я попросила бы Игоря Каляпина и других коллег, чтобы они нас не жалели, как он сказал на дожде. Да, Тамара помнит, мы в 2011 году, по-моему, ездили на судебные процессы по делу. Куда? Нашу главу обвиняли... Простите, Да, по по делу делу Эстемировой, Наташи. Вот там буквально у нас вот в кулуарах вот этого судебного здания вот такой перепалка произошла. И вот знаете, что они нам сказали? А почему, говорит, вы не воюете, чеченцы? Вот здесь была их суть. Они хотят, чтобы мы беспрерывно воевали на чеченской земле, а они тогда оказываются у дела. Вот мы хотя бы сегодня, в 2014 году, должны понимать, наши проблемы, чеченские проблемы, кроме чеченцев, никто не может правильно понимать, и решать наши проблемы никто не будет. Это мы должны понять. Вот они нам сказали, почему, говорит, мы не успокоимся, пока вы не будете воевать. Это говорят правозащитники с таким мировым именем. Да. Там же мемориал, Хельсинская группа, они все вместе были. Почему, говорит, вы не воюете? Мне даже предложили Ибрям, закрыть вы мне- А я знаете, организацию. что сказал? Говорит, мы, говорю, навоевались, ради Бога. Теперь оставьте нас, давайте мы на вас посмотрим. И последнее. Вы просто на минутку представьте себе, что собой представляет бы организация «Мемориал» или «Хельсинская группа» без Чеченской Республики. Представьте, вот этих событий не было. Да никто им не знал в России. Они созданы и функционируют за счет нас. И последнее, прошу прощения, и последнее. Почему мы им позволяем? К сожалению, сегодня информационные системы позволяют каждому
любому заходить в интернет, все это делать. Но действительно, мы уже должны научиться где-то на шаг вперед, на 2 шага вперед. Мы должны уже научиться, потому что наши интересы, наши проблемы не решать никто не будет. Мы должны предвосхитить. Да. В информационном плане мы должны быть немножко Впереди. посовременнее, быть немножко мобильнее. Спасибо, Ибраим, спасибо вам всем за участие в нашей сегодняшней программе, в этой дискуссии. Вы мне напомнили сюжет многолетней давности, когда в 1996 году, после очередной такой трагедии, в августе 1996 года, когда я летел в Москву и случайно или не случайно оказался в одном самолете с группой журналистов примерно вот такой ориентации, как господин Каляпин. Вот, завязалась дискуссия, и один из журналистов, правозащитников, который себя так позиционирует, господин Минкин, помню его, тогда работал в московском «Комсомольце», он говорит, вот если вы были бы настоящим чеченцем и настоящим патриотом, вы бы со своим информационным потенциалом выступали бы на стороне сепаратистов. Вот, это один такой сюжет. А вот господину Каляпину и же с ним мне хотелось бы еще раз напомнить, что, друзья, вы, конечно же, услышали позицию, такую твердую, устойчивую позицию настоящих правозащитников Чеченской Республики, которые готовы откликнуться в любую минуту, когда их помощь потребуется. А уж если потребуется ваша помощь такой высокомосковской квалификации, мы обязательно, и ваши коллеги, к вам за помощью обратятся. Еще раз напомню, господин Каляпин, я знаю очень много политиков, которые на трагедии чеченского народа в 2 военных кампаниях стали политиками. Вы немного опоздали, вы не оказались вот в том составе, в том вагоне, когда состригали такие политические купоны. Теперь уже никакие провокационные действия, никакие ваши бизнес-проекты уже не свернут Чеченскую Республику и чеченский народ с избранного пути. Чеченскую Республику, которая уже давно позиционирует себя как полноценный субъект Российской Федерации. Ну, время нашей сегодняшней встречи подходит к концу. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До встречи.